Этой истории более 20 лет. Туркменский предприниматель Руслан Курбанов в 90-е и начале 2000-х годов инвестировал свои собственные деньги в экономику Туркменистана. Там, где сейчас стоят беломраморные отели на Авазе, в конце 90-х годов был построен центр отдыха «Бриз» с коттеджными домиками. Их в итоге не просто снесли, их взорвали, а все из-за жадности и ревности одного человека. Меня зовут Руслан Мятиев, я редактор сайта Turkmen News. Почему эта история актуальна до сих пор? Ну, хотя бы потому, что Туркменистан активно ищет инвестиции в свою экономику, в том числе и зарубежные. Но ни один нормальный инвестор не придет в страну с плохой репутацией, где не работает закон, где своего имущества можно лишиться буквально за один день, также лишиться своей свободы. Ну или потому, что такие истории происходят и сегодня. Туркменистан мог бы начать смывать с себя эти темные пятна и посылать инвесторам позитивные сигналы. Восстановление справедливости в отношении Руслана Курбанова мог бы послужить таким сигналом. Руслан Курбанов после освобождения покинул Туркменистан. Сегодня мы с ним поговорили. Он до сих пор надеется на справедливость, несмотря на то, что прошло более 20 лет. Kurban kuruldu, topluluğun Türkmen aşağıyla Türkmenistan Energetika Senat Ministerliğine değiştirildi. Türkmen Karan Bölümçül Birleşimi sahili imlerini 2000 yılda orta korkutayla aşağı şehrine yerleşen Tül Cemaat Hürmet Ediş Öyünün sahili bu imlerini satın alıp tutuklaştırdı. Sonra Türkmen Karan Bölümçül Birleşimi itaatına bölümü tutukluk gerçekleştirdi. В начале 1994 года я обратил внимание, что наше государство совсем молодое еще было и нуждалось в каких-то элементах, образно говоря, роскоши. Я влился вот в эту нишу, начал изготавливать подарки, сувениры, и постепенно моя продукция, она вызывала не только интерес, но и желание ею воспользоваться для того, чтобы можно было к крупным мероприятиям, праздникам вручать их президенту, другим главам государства от имени президента. Да, я горжусь тем, что изделия, выполненные моей компанией, на сегодняшний день располагаются в Национальном музее Туркменистана, в музее первого президента Ниязова, ну и у других глав государства, которые получали подарки в честь признательности страны при приезде. И постепенно моя деятельность, она стала со временем переформатироваться. Мне предложили варианты, мог бы я заняться наградной продукцией. Безусловно, я согласился. Мы начали делать эскизы, тогда с Майковским, дизайнер Майковский Вячеслав. И эти эскизы согласовывались первично на уровне вице-премьеров. В дальнейшем основное согласование было с президентом Туркменистана. То есть я работал достаточно в таком узком направлении, никуда, как говоря, не имел интерес вкладываться, вливаться в бизнес. То есть у меня вот такое направление было эксклюзивное. Однако со временем я стал понимать, что моя деятельность, она как бы незаметна. Да, и хотелось уже расширить свои, как говорят, доброжелательные вложения в Туркменистан. Я провел в то время первую выставку международной голографии в Туркменистане, пригласил специалистов, ученых с Санкт-Петербурга. Мы завезли коллекцию эксклюзивных голограмм, провели выставку, пригласили на эту выставку послов в Туркменистане, вице-премьеров, министров. Очень много людей пришли, очень много хороших отзывов было. В дальнейшем решил свободное от основной деятельности время заняться и сферой шоу-бизнеса, создавал видеоролики государственного такого направления, ну и частного характера тоже, которые демонстрировались по телевидению. Один из них был вручен Ниязову, он был посвящен его матери. По моей инициативе было предложено Реджеп Реджепову написать музыку. В качестве исполнителя я выбрал Тагильды Гаригдеева, тогда еще не востребованный уже был артист, потому что Ниязов не очень воспринимал оперу.
Ну и получился достаточно очень интересный художественный видеоролик с использованием элементов такого оригинального жанра. Ролик был вручен лично Сапармурату Ниязову на каком-то мероприятии. Благодаря моей работе тогда композитору Реджепу Реджепову и Атагиль Каригдееву были присвоены звание народного артиста Туркменистана, фонтанировали идеи всякие. Да, видя, что происходит с архивом туркменской музыки, на тот момент, в 95-м году, она шла под откос, потому что, ну, как бы новое государство, новые веяния, новые требования. И мне было с болью на сердце видеть, как уничтожаются архивные аудио, видеозаписи. И в то время у меня было желание попробовать оцифровать архивные материалы, потому что многие они просто ушли в безызвестность. Вы понимаете, из-за того, что тотально уничтожались. Да, я создал антологию туркменских бахшей, так называемый, из 5 компакт-дисков. Сборник был с исполнением отдельных бахшей Сахы Джапарова, и других тоже, Набатова. Я просто сейчас всех не помню. Да. И таким образом пытался показать, что есть люди в стране, которые хотят сохранить эту память. Однако вот эта работа, она не получила поддержку, хотя первый комплект дисков были вручены лично Ниязову. Руководство его охраны меня подбадривало тем, что он слушает это в машине, но я не понимал, почему продолжается это уничтожение. Было обидно, что искусство в то время носило такой характер индивидуальный, только чтобы воспевать президента. Было желание все-таки сделать это доступно всему народу. Но вот этот проект, к сожалению, не получил поддержку. Не знаю потом, как эта ситуация развивалась, но на тот момент, когда я этим занимался, к сожалению, очень много материалов было потеряно. Если постепенно переходить к ситуации по поводу того, что я решил заняться инвестициями в Туркменистан, к огромному сожалению, это произошло из-за несчастного случая. Я очень любил и очень люблю свою покойную маму. Я ей обязан своей жизнью, обязан ей своим воспитанием, обязан ей всем, что у меня было и есть. И эта любовь, она не проходит, несмотря на то, что прошло уже почти 30 лет. После несчастного случая, в котором она погибла в автокатастрофе, у меня было желание сохранить ее память, добрую память. Я решил, чем куда-то уезжать, куда-то вкладывать свои деньги, направить их на благо своей страны. Я приобрел совершенно нерентабельные объекты через аукционы, которые проводились на то время достаточно активно. Государство хотело привлечь частный бизнес в работу, заинтересовать их. И я купил просто убитые объекты. Это был производственное объединение «Туркменгарант», которое на протяжении 2 лет не продавалось, начиная с цены то ли 800 миллионов, скинули до 700 миллионов, до 600, потом до 500, все равно не было спроса. Мне стало это интересно, потому что лот был достаточно широкий. Он включал в себя несколько объектов недвижимости в городе Ашхабаде, в Бахардене, Кызыларвате, в Балканабаде, бывший Небедак, в Красноводске и в местечке Аваза. Мне это местечко очень приглянулось, потому что находилось практически на красной линии, на побережье. Возникла идея не построить там хорошую базу отдыха для туркменистанцев, потому что хотелось, чтобы вот эта вот современная культура туризма, современная культура отдыха, развлечений максимально была доступна. Практически все это делалось с целью, чтобы это было доступно для любого жителя страны. То есть такие благие цели. Почему благие цели, я объясню.
Я не случайно начал рассказ о своей маме в качестве своей признательности всему тому, что она посвятила свою жизнь своим детям. Да, я назвал это предприятие в честь ее имени. Оно называлось «Галимат». Это тем самым показывало, насколько искренне, насколько благородно и насколько ответственно я хотел, чтобы это работало. Впоследствии практически я принял решение абсолютно сосредоточиться на Туркменистане, и у меня уже не было никаких соблазнов, никакого желания покидать страну. Я всегда относился к деньгам как к инструменту, никогда не имел желания, стремления заниматься собирательством, накоплением. То есть я хотел, чтобы деньги работали, безусловно, чтобы они приносили прибыль, но в то же время основная задача была, чтобы или пользу людям, потому что для меня хватало тех средств, которые у меня были, да, и хотел поделиться своей радостью со своим народом. Когда меня спрашивали: Руслан, а не боишься ты, что один момент ты просто лишишься всего? Я говорю: а с какой стати? Я достаточно честный человек, я бизнесмен, который работает открыто. Все мои вложения, они отражались в бумагах бухгалтерии. Потенциал у Туркменистана с природными богатствами, он очень большой, очень привлекательный. Однако вопросы, связанные с тем, что, как говорит народная пословица, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Да, никто не гарантирован. Я был знаком с бизнесменами, которые и в 90-х, и в 2000-х годах они инвестировали в Туркменистан. Ну, понятно, инвестировали с целью получения только доходов. То есть у них не было критериев что-то делать для народа или еще что-то. Да, я в основном подразумеваю компании иностранные, ну, в основном турецкие или еще что-то. И есть немало случаев, когда турки просто бежали с Туркменистана, потому что их начинали просто прессовать. Я знаком с такими бизнесменами, и мы вспоминаем те времена с большим сожалением в том, что мы решились инвестировать в Туркменистан. Да, я боюсь, что ситуация сейчас, если даже изменилась, но не настолько, потому что Туркменистан не готов до сих пор признать те уроки, те проступки, которые были просто целенаправленно для того, чтобы просто растоптать искренних бизнесменов, порядочных людей с целью просто разграбить их. Это вот все какой год? Про Туркменгарант, я возвращаюсь к Туркменгаранту. Это какой год? Туркменгарант я купил в 99-м году, в начале 99-го, хотя его выставляли в 97-м году. То есть вот с момента смерти матери с 97-го по 99-й прошло 2 года. Да, и вот именно в 99-м, когда я увидел этот лот, мне это стало интересно. Ну и в дальнейшем было еще приобретение, это Гуль-Джамал, это тоже отдельно стоящий объект в центре Ашхабада. Да, задачи были те же, тоже реконструировать, сделать местом досуга для жителей города. Там планировался 3D-кинотеатр, с 3D-объемным звучанием, потому что на конец 90-х это был технологический прорыв в сфере киноиндустрии, слушая объемный звук. Тогда еще не было эффекта 3D визуального, а вот 3D объемного звучания. Да, я вот хотел показать, что в Ашхабаде тоже это есть. Практически один из первых, который вот такой кинозал там построил. Возвращаясь к Гаранту и
вы перечисляли его объекты. Наверное, здесь стоит указать, что основным, основной частью этого лота был участок на Авазе, на берегу Каспийского Нет, моря. нет, нет, как раз-таки Аваза, этот лот, он был совершенно, как говорят, ну, не сладким таким пирогом. Сладкий пирог – это была площадь, опять же, в Ашхабаде, самом городе. Это более 2000 квадратных метров площадь со зданием, да, плюс объекты недвижимости в разных городах. Ну и кроме того, что это штат людей был, порядка около 60 человек, это телемастера. Вообще в свое время при Советском Союзе производственное объединение «Туркменгарант», он включал филиалы во всех городах Туркменистана. То есть это было достаточно авторитетная и серьезная отрасль, которая занималась поставкой электронной бытовой техники. Это телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, ну и сервисное обслуживание, ремонт. Да, ну потом после развала СССР это предприятие, оно, как говоря, стало не особо востребованным, потому что начались завозы с Китая техники, ну, зарубежные какие-то, пошла конкуренция, да, советской техники уже практически не было, и таким образом эта отрасль начала потихоньку вымирать. Давайте вот уже перейдем к Туркменгаранту и к центру отдыха Бриз. На берегу Каспийского моря Руслан Курбанов, используя один из объектов лота, землю, на этой земле, на этом участке построил современный по тем временам центр отдыха. Давайте сначала расскажем нашим зрителям о том вообще, что на тот момент представлял из себя Каспийский берег. Это вот в какой части Авазы он находился и что было на этом месте? Это сейчас там стоят отели, стоят дома отдыха и так далее, там конгресс-центр. Что это было вот в 90-е, конце 90-х, начале 2000-х годов? Ну, я скажу так, что зрелище, конечно, было очень своеобразным. Как у нас в Туркмении говорят, одним словом, нахалстрой был. То есть были выделены участки, как дачные участки, и люди строили из чего могли, что могли себе позволить. То есть по многим строениям можно было понять достаток человека, да, либо его статус. Это все можно было видеть. Все хаотично располагалось, но у Авазы была душа. То есть люди, которые приезжали, они вечерами была музыка, везде шашлыки. То есть это было настолько непередаваемая, добрая атмосфера, потому что очень много ашхабадцев приезжали, встречались, там, виделись друг с другом. Дискотеки с одним магнитофоном, вокруг люди примыкали, сразу танцевали. Да, в общем, была своя романтика, но в то же время не было никакой структуры, не было никакой архитектуры, потому что хотелось бы привести это в достойное, красивое место, когда люди приехали бы и получали бы какие-то комфортные условия. Потому что на тот период и воды не было, воду с собой привозили, кто-то запасался в большой емкости. То есть такой своеобразный уголок, райский уголок был. Да. Участок Туркменгаранта, он был на пустыре, это пустое место было? Да, это было пустое место, там стояли 4 небольшие хижины деревянные, типа как финских домиков, облезлые, обветшалые, без фундаментов. Это просто вот на скорую руку из деревяшек забили, но потом, конечно, мы вынуждены были их снести. Да, тогда это было пустырь. Это была просто зона, которая закреплена была за Туркменгарантом. Когда вообще пришла идея построить там центр отдыха, и был ли этот проект согласован с местными властями? Идея пришла сразу, когда я приехал на Авазу и увидел этот участок. У меня сразу возникла в голове идея создать что-то достойное, интересное.
и технически грамотно выстроены. Этот проект согласован был с архитектором Красноводска Данаевой и Аманой. Да, и в дальнейшем резолюцию поставил и хаким города на тот момент, Халил Джапаров был. То есть все было согласовано. Есть документация с печатями, с подписями. То есть в отличие от того, что заявляли, якобы это все незаконно было построено, это ложь. Это ложь. Было все согласовано. Сколько лет ушло на строительство и сколько денег вы вложили в этот проект? В БРИЗ было вложено порядка около 15, может быть, 20 миллиардов манат. Строилось это с 1999 по 2003 год. То есть практически дискобар мы запустили в 2001 году. То есть это тоже было такое сборное здание, которое оснастили техникой. Там была кухня, сотрудники, все достойно было. Домики, они в 2002 были построены, а планировали сдать в эксплуатацию в 2003 году. Речь идет об 11 коттеджных домиков. Здесь у нас, значит, был еще ресторан, диско-бар, магазин, фитнес-зал, сауны и гаражи для туристических автобусов. То есть проект был масштабным, капитальным. И вот эти деньги, 15-20 миллиардов манатов, о которых вы говорите, это были ваши личные средства, правильно? Это были мои личные средства. Я не брал ни кредиты в банках. Да, то есть у меня не было никаких мошеннических схем банковских, связанных с тем, что тогда была достаточно активно использовалась конвертация маната. У кого были связи в банковских структурах, да, я считаю, что это было несправедливо, но они на этом делали бизнес. Покупали дешево манаты, то есть продавали доллар, покупали дешево манаты, отдавали их по госкурсу. То есть таким образом прибыль достигала в 3, 4, в 5 раз. До 2003 года готовность центра БРИЗ на сколько процентов была уже? Ну, процентов на 80 была готова, потому что были моменты незаконченные, фитнес, вот эти два помещения, сауна с бассейнами, да, они были не закончены, а коттеджи, стоянки, потом гаражи, это все было практически полностью закончено. Да, и на реконструкции находился именно побережье, потому что мы его досыпали, где-то метров 10 досыпали еще, чтобы увеличить площадь, то есть было завезено несколько сотен машин камня, щебенки, все. И таким образом мы где-то метров на 10 еще увеличили площадь. То есть это вот практически это кусок пустой земли, никаких труб, никаких коммуникаций, и вы из этого... Абсолютно. Все коммуникации, которые там были созданы для БРИЗа, были созданы нашими руками строителей. Да, это и канализация, и водопровод. Кстати, для водопровода я приобрел 60-тонную цистерну железнодорожную и 10-тонную, которая находилась непосредственно на вышке на территории БРИЗ. Она видна на фотографиях. Водоснабжения, так как на Авазе вообще не было, оно и в Красноводске очень хромало. Вода выдавалась порционно, по времени, и если обратить внимание на фотографии города, у многих были свои емкости, даже рядом с домами многоквартирными, где стояли емкости, люди туда, когда воду подавали, заливали, потом пользовались. Эти емкости, к сожалению, более 20 лет прошло от описываемых событий, эти емкости... Они сохранились, да. Да. И проблема с водой, кстати, мы не раз тоже ее поднимали, она сохраняется до сих пор. Мало того, что я обязательно дополню то, что почему я хотел независимым сделать это от инфраструктуры городской, потому что зависимость была только в электричестве, Авазы. Для этого была приобретена электростанция на 400 киловатт, которую я совершенно законно приобрел, заплатил за это свои деньги. Да, в отличие от того, что предъявлял генпрокурор, что якобы
такие электростанции только у государства. Но это чистой воды ложь. Это ложь, вранье, потому что был контракт, и все вот эти выводы, сделанные силовиками, это просто бред сивой кобылы. Да. И кроме этого я хочу отметить, что я ездил в Эмираты, провел переговоры, планировалось приобретение станции для опреснения воды. То есть мы хотели даже свою станцию поставить, мини-станцию, которая опресняла бы морскую воду. На тот период эти технологии, они были новыми. Да, у меня были хорошие друзья в Эмиратах, они мне пообещали, я возил им образцы Каспийской воды на столе, на содержание минералов, чтобы они, как говорят, провели лабораторные исследования и подобрали под меня конкретно вот это вот оборудование, станцию, чтобы у нас была независимая и, как говорят, водоснабжение. Потому что до этого мы покупали цистернами, то есть платили наличные деньги, машина приезжала, заполняла. Вы представьте, вот эти 70 тонн воды залить, сколько это машин нужно было. Кто управлял Бризом? Как вы нанимали штат? И я понимаю, вы не сидели там постоянно, и мы об этом писали, то есть у вас был штат. Кто был менеджером? Я там сидел, практически никогда не сидел, я просто приезжал временно, принимал какие-то работы. За объектом были закреплены мой тесть, потому что он строитель, и Шурин, брат жены, который на тот момент являлся как бы таким менеджером временным. Он приезжал, смотрел, тоже уезжал. На тот период на дискобар была приглашен специалист из самого Красноводска. Это армянская семья, муж с женой, они начали работу. Но потом, видя, что достаточно слабо ведется их руководство, я решил все-таки нанять человека с Ашхабада, специалиста. Было это объявление размещено в газете «Нейтральный Туркменистан». Из нескольких кандидатов была выбрана резюме Карабаева Араза. Хорошие отзывы, массу всяких благодарностей. Но это было мнение обманчивым, что впоследствии оказалось. Нашим зрителям коротко расскажу то, что этот менеджер постоянно, там часть объектов в Бризе, она уже функционировала, например, ресторан тот же, да, но несмотря на большое количество людей, отдыхавших, кушавших там, дохода этот ресторан не приносил, и Ораз Карабаев у своего руководителя Руслана Курбанова постоянно просил деньги на те или иные нужды, закрывать какие-то там вещи и так далее. И вот это в итоге вызвало большое подозрение, и однажды была вами инициирована проверка. Вы с ней приехали в Бриз и нашли там массу различных нарушений, в том числе и двойную бухгалтерию, черную бухгалтерию. Расскажите, пожалуйста, об этом. Во-первых, я был очень рад тому, что был приглашен специалист. Дело в том, что у него был опыт работы в ресторане. Да, он работал достаточно профессионально на кухне, да, управлял работниками, но в связи с сезонностью работы в зимнее, осеннее, зимнее, начало весенний период работы было очень мало, потому что если приезжали жители в основном Красноводска, чтобы отдохнуть, потому что ресторанов в Красноводске один-два и обчелся, более-менее интересных, достойных. Такого уровня хотелось и на Авазе, чтобы, приезжая в гости не только с Красноводска, но и с Ашхабада, могли комфортно отдохнуть, получить максимум удовольствия. И хотя домики, вот эти коттеджи не были у нас завершены, они работали в тестовом режиме, однако я знал, что Карабаев их сдает, но он это мотивировал тем, что нужны деньги для покрытия расходов ресторана, хотя и это не окупало, потому что основные расходы нес я, потому что указывалась совершенно смешная выручка, которая сдавалась в банк. Да. И каждый раз, когда я приезжал, он мне говорил: ой, ты знаешь, вообще на протяжении 2 дней вообще не было ни одного посетителя, хотя штат составлял порядка около 25-30 человек.
только находящиеся в Бризе. Это и охранники, это и официанты, повара, технические работники. То есть всем им платилась зарплата. Понимая, что доходов с ресторана нету, вы поймите, что кроме того, что нужен был закуп, все, я и на закуп давал деньги, оплачивал зарплату. С Карабаем у меня был заключен договор о том, что он получает заработную плату. Никаких вот этих вариантов, связанных с процентами или еще что-то. Да, у меня был разговор о том, что на мое усмотрение в качестве стимулирования я готов, как говорят, финансово помогать, но это нигде не было отражено умышленно, потому что это все было как бы таким инструментом для личного стимулирования человека. То есть, чтобы он понимал, если я вижу выгоду, я, как говоря, готов отблагодарить, скажем, вот так вот. То Да. есть речь идет такой... о бонусах на ваше усмотрение как руководителя? Да, совершенно верно, потому что, ну, честно говоря, благодарить было совершенно не за что, потому что поступлений финансовых не было. Была просто поддержка работы коллектива. Да, но всем членам этого коллектива выплачивалась зарплата, которую платил, ну, выделял я, а выплачивал по платежным ведомостям Карабаев. Это была его непосредственно служебная обязанность. Он был руководителем, он был назначен директором, сохранился трудовой договор с ним, где подписано все, в котором указана конкретная сумма, сколько он получал в месяц, и те средства, которые он от меня бонусом получал летом, когда действительно приезжали туристы или еще что-то, он, к сожалению, нигде не отразил, никогда об этом не говорил, потому что он считал козырем, что я ему обязан. Я ему ничем не обязан, потому что, чтобы работать, эффективность, она зависела от слаженности и доходности. Если доходности нету, в принципе, я мог разогнать всю эту команду, которая там была. Я забегу вперед и скажу, что впоследствии в обвинении, которые против вас были выдвинуты, было указано, что вы им, якобы ему и другим сотрудникам якобы не доплатили крупную сумму, это там старыми монатами, эта сумма в миллионах, при его официальной зарплате в 1,5, по-моему, миллиона. Поправьте меня, если я не прав. Мало того, что он это выдвинул, он потребовал эти проценты от деятельности самого Гаремата, предприятия. То есть у меня предприятие, оно работало не только, это был Бриз, это и Гульжурнал, это и Ашхабадский офис. Поэтому, вы понимаете, дело в том, что некомпетентность вот этих заявлений, да, она была обусловлена тем, что люди говорят, а им верят. А вернее, даже не верят, а просто была своего рода договоренность, чтобы они говорили то, что нужно тем силовикам, которые против меня все это решили создать. Значит, вам это все показалось подозрительным, вы приехали с проверкой, обнаружили то, что были расхищены некоторые ценности, обнаружили двойную бухгалтерию, то, что он украл трудовые книжки свою и других сотрудников. Что случилось дальше? Вы ему это Да, смотрите, ситуация как складывалась. На самом деле хищения были раньше, они были где-то месяца по-моему, где-то за полгода были хищения. На складе пропало очень много техники, строительных материалов, и ключи были только у Карабаева. В общем, дорогая техника. На тот период это где-то порядка около $6000. Но это $6000 на 90, это 2001-2002 год, это были очень большие деньги для Туркменистана. Честно говоря, тогда даже в глубине души я не подозревал Карабаева, потому что думал, вряд ли он в это замешан или еще что-то. Но факты говорят за себя. Замок был вскрыт. То есть это не было взломом или еще что-то. Просто был он открыт. Вы по этим фактам ему все предъявили и подали заявление в полицию? Проверка возникла после того, когда я встретился со своим другом, и он мне сказал: слушай, а что у тебя вот этот парень делает? Я говорю: вот он у меня директор. Да ты что, говорит, гони ушей. Я говорю: а что? Да он где только не работает, он везде уходит с огромными проблемами. И я говорю: да нет, там такие характеристики. Он говорит: Руслан, эти характеристики пишет он сам,
И он просто шантажирует своих работодателей, они ему, как говорят, подписывают, лишь бы чтобы с ним не связываться. Потому что это в основном были иностранные инвесторы, которые работали, или иностранные наемные работники, руководители. Да, и таким образом это у меня вызвало подозрение. Я внезапно приехал на проверку. У Карабаева на месте не было. Я пригласил сотрудников наших и в присутствии тестя своего, и работников при них создать акт о вскрытии коттеджа. Там обнаружили книги от второй бухгалтерии. Для него был отдельно выделен коттедж двухэтажный, в котором он жил. Вот это вот то, что громогласно заявлял он, его родной брат Карабаев Азат и Котова Оксана, это все, как говорят, это его люди, это его команда. В основном вот эти вот они, все заявления беспочвенные, были озвучены ими по требованию Карабаева и по требованию заинтересованных лиц. Чем закончилось это все? Вы его уведомили о том, что вы его увольняете, или как? Да, я просил приехать, объяснить мне ситуацию с этими книгами, с двойной бухгалтерией, потому что он практически мне все рассказывал, если вдруг какие-то доходы появлялись, это и вызывало у меня доверие к нему. Потому что я думал, ну, парень признается, рассказывает, все. А увидев реальные доходы, я был просто удивлен, что меня в наглую обманывают. Основными обвинениями это было то, что суммы там проходили. Он отчитывался перед банком об убытках, а на самом деле он вел двойную игру. В каком направлении? Каждый день производился закуп для ресторана. И вот этот оборот в ресторане, который происходил, он заносился в черную бухгалтерию. И разница в закупе и реальных ценах закупочных была в 2-3 раза завышена. То есть ему давали квитанции совершенно с другими цифрами, даже выше рыночных. Он это закупал, оприходовал это в своей бухгалтерии для меня, что вот он за столько купил. А на самом деле там были вот эти выявленные квитанции, в которых было расхождение. Он не ожидал, что я это найду. Он не успел это забрать. В полицию потом. Да, потом я написал заявление в полицию. Я не обвинял Карабаева, я просто требовал проведения мероприятий по выявлению фактов взлома гаражей, тогда как были ключи. Потому что первый раз, когда приезжали сотрудники полиции и эксперт, криминалист, они когда начали изучать замки, они сказали, никакого вскрытия не было. Было открытие гаража, то есть открыли, вынесли. Здесь речь даже не идет о том, что это мог сделать Карабаев, это мог сделать его брат. Могли сделать их недоверенные лица, но был использован ключ. Вот в чем подозрение. Чем заявление закончилось? Против него что-то было потом? Заявление ничем не закончилось, потому что на тот период он нашел человека, который, как говоря, ему пообещал за сумму. Откуда у меня эта информация? У нас была как бы связь через посредника. У нас работала бухгалтер. Он ей позвонил, сказал, говорит, я нашел человека, который Руслана закроет. Все его вот эти вот желания против меня действовать или еще что, они абсолютно ничем не закончатся, потому что мы его закроем. С меня попросили денег. Да, я готов продать даже свой автомобиль для того, чтобы его закрыли. То есть это было сказано четко вот таким образом. Он все-таки приехал к вам на встречу, но приехал в Ашхабад. Вот об этом расскажите, пожалуйста, если можно. Да, я неоднократно просил, чтобы он приехал, потому что нужно было разобраться. Он один раз пришел в офис, и у меня там была секретарша. Он сказал секретарше, что я пригласил его в офис на встречу. Да, ему нужно оттуда забрать документы. И в мое отсутствие она дала ключ от сейфа, он с сейфа выкрал трудовые книжки, выкрал документы, которые там хранились, книжки трудовые он выкрал своего брата Карабаева Азата и Котовой Оксаны. И вытащил оттуда какую-то технику, модемы, я не помню, факс, что-то такое. То есть все, что нужно было вынести, он вынес. И когда я пришел в офис, она сказала,
вот приходил Карабаев, я говорю, а почему мне не позвонили? Она сказала, что вроде бы вы знаете, он сказал, что вот вы должны подъехать, то все. Да, когда я попросил бухгалтера проверить, все ли на месте, она открыла сейф, посмотрела, что там отсутствуют трудовые книжки, документы. Но в итоге он приехал к вам на встречу в Ашхабад. Да, он приехал, подготовившись, не согласовав это мероприятие с силовиками, он это на свое усмотрение, ну, я не знаю, я подозреваю, что это было, опять же, с целью шантажа. Да, он на себя укрепил аудиозаписывающую аппаратуру и, пытаясь спровоцировать, начал, как говоря, мне хамить, начал грубить, да, за что получил пощечину. А в дальнейшем все это было преподнесено, что я его там избивал ногами, то есть, ну, это глупости, это, я не знаю, это настолько, ну, я отдаю себе отчет, я достаточно уравновешенный человек, и зачем это делать в присутствии, там был мой и Шурин, потому что я его попросил, чтобы он присутствовал, видел, что происходит. То есть это была, да, крепкая пощечина была, но это была пощечина, это не был удар. Когда из этого раздули, чуть ли там не нанесены побои с тяжелой степенью тяжести. То есть это все бред, это все было вымышленно. Ну, и он, чтобы эту бумагу эксперта, судмедэксперта получить, он поехал за 20 километров в другую больницу от места своей прописки. Да, он поехал в больницу, где работала его мама. Это в Безмин поехал, хотя он был закреплен в Ашхабадской поликлинике в Киши. Да, он поехал к маме, которая его благоприятно устроила туда, и имитировали бурную, как говорят, деятельность тяжело травмированного человека. Да, это абсурд. Я специально приехал в эту поликлинику, нашел этого врача, я говорю, слушайте, к вам такой-то поступил, да, а он не в курсе был вообще, Карабаев, что я могу туда приехать. И он мне сказал, говорит, мы вообще удивлены, что это он приехал, здесь у нас лежит, говорит, у него ничего нету совершенно. А он там из себя строит, как говорят, у нас, говорит, тяжело больным людям нету места, где ложиться, а его там мать устроила. А так он нормально ходил, питался, никаких вообще, ну, ничего не было. Ну, что может быть от оплеухи, вы понимаете, смещение каких-то там черепных костей или еще что-то. Это настолько противоречивые вот эти заключения, потому что первое было сделано врачом этой больницы, ну, понятно, что по просьбе матери его, да, что якобы средней степень тяжести нанесли. Потом адвокаты пригласили независимого эксперта, тот посмотрел документы и провел обследование, он сказал, мне даже на среднюю тяжесть не тянет, ничтожно маленькая, как говорят. Да. А Генпрокуратура дала указание составить вот этот акт, что якобы тяжелые последствия. Понимаете, это вот 3 экспертизы судебно-медицинские, которые, ну, никак не вписываются. Но должно быть более-менее похоже что-то, или среднее, или тяжкое. Но когда есть и легкая степень, вы понимаете, ну, все понятно. Вы одно ключевое слово сейчас сказали, Генпрокуратура. Я хотел бы нашим зрителям рассказать предысторию. Это июль 2003 года и те проблемы, которые потом начались у Руслана Абдусаламовича именно с Генпрокуратурой. Главой этого ведомства на тот момент была всесильная Гурбан-биби Сенгреновна Атаджанова, и это был период как раз после так называемого покушения на Сапармурата Ниязова. Прокуратура тогда была на коне, что называется. Это был самым сильным правоохранительным силовым органом в Туркменистане, руками и действиями самой Гурбан-биби Атаджановой ушли за решетку, например, такие люди, как глава МНБ Мухаммед Назаров, Хаид Какаев, заместитель его, многие-многие другие силовики рангом пониже. То есть было время после покушения, когда Генпрокуратура была на коне. В следующей части мы с вами продолжим, вернее, Халк Маслахаты и что там было на тот момент. Это как раз потому, что они идут параллельно со случаем с Аразом Карабаевым.